У нас в гостях начальник отдела культуры администрации Кинского района Идарович Шарафуддинов, а также победительница конкурса «Селяночка-2023» Лилия Мухаметьянова. Доброе утро. Здравствуйте. 12 марта, 8 осталось позади, но мы продолжаем чествовать женщин. Да. И говорить про конкурс, республиканский конкурс «Селяночка-2023», который прошел в прошлом году. И вот Лилия у нас победительница, но мы хотим узнать подробности, как проходил этот конкурс, какие там были этапы и что требовалось от участниц. Ну, наш конкурс появился по инициативе нашей главы Зухры Мальбаевны. Данный конкурс, целями данного конкурса является, конечно же, популяризация жизни на селе, популяризация престижа, поднятие престижа сельской женщины. У нас конкурс, критерии это 20 лет, до 35 лет женщин могут участвовать в нашем конкурсе. От 20 до 35 лет. Да, наш конкурс уже третий год проводится. Первый мы начинали в 2021 году. Это на районном этапе. Второй уже на зональном, где северо-восточные районы нашей республики участвовали женщины. И в 2023 году уже провели на республиканском уровне за счет поддержки нашей главы республики, который на брендовые мероприятия выделяет более $500 000 рублей. Да. Вот такая вот корона достается женщинам весенняя, видишь? Ой, красиво. Конкурс, правда, проходил летом, да. Ой. Мы сейчас попросили одеть женщин, но женщины говорят, что у нас прическа, мне терять нечего, поэтому Ой, так вот красиво. такая вот селяночка с Кинского района. Ну ты снимай давай, потому что, во-первых, ты в этом конкурсе даже участвовать не можешь. Все-таки это женский Я конкурс. иду на жертву ради эфира. А какие были этапы? Расскажите. Да, наш конкурс проводится 2 дня. Первый день наши селяночки показывают рукодельную работу. Потом второе – это приготовление национального блюда. После этого они также соревнуются по стрельбе из лука, традиционного лука, башкирского лука. Женщины? Да, женщины. Стрелять из лука. Да, самые метку мы определяем. А второй конкурс – это более творческий конкурс. Уже второй день они показывают свои музыкальные номера, дефиле. Творческие, да, творческие способности номера. проявляют. И я так правильно понимаю, что вы самый, во-первых, меткий стрелок из Кинского района среди женщин, готовите вкуснее всех и более, так скажем, творчески подошли к своему номеру, правильно понимаю? Да, получается так. Насколько очень сложно было участвовать? Ну, это же землячки, типа, не было такого, типа, ну ладно, девчонки, что, разделим победу. Ага! Нет, такого не было. Но вначале, конечно, были сомнения и волнения, прежде чем я решилась участвовать. Но как-то во время участия в конкурсе получила бурю эмоций, новые знакомства, новые впечатления. И все эти переживания и волнения куда-то исчезли. А какой Но конкурс участие в конкурсе это того стоит. Самый был сложный. Какой этап самый сложный был? Волнительно, может. Самый сложный, волнительный. Ну, это, наверное, творческий. А вы Когда что делали выходишь в творческом номере? на сцену, это переживание, как-то вот это мне сложно А было. что вы показывали? Я пела песню на башкирском языке. А можете исполнить Хотя бы пару припевчик? строк, чисто, ну, так, для утра бодрого. Но я спою из визитки песню. Әйтті әйтәйім, сәрімді мен һеҙгә сисәйім. Үҙем тураһында мине һеҙгә һөйләп китәйем. Ырыуымы тырнаҡлы, ораныбыҙ беҙҙең салауат. Ауылҡайым Ибрай тыуған яғым, ҡыйғым минең тыуған яҡ. Вот. Да, опять переволновалась. Да, кстати, нужно сказать, что конкурс ведь еще проходил на родном языке, на башкирском, и все этапы в том числе. То есть один из важных моментов – это знать хорошо свой язык, да. Надо сказать, что в прошлом году конкурс прошел, Лилия триумфатор этого мероприятия, но и в этом году такой конкурс будет проходить, и уже совсем скоро стартует прием заявок, верно? Да, не в начале, а в середине марта стартует у нас прием заявок. Это конкурс будет проходить 7-8 июня.
Да, в этом году. Куда нужно направлять заявки и какие вот критерии? Возрастные критерии остались прежними от 20 до 35? Да. Возрастные категории остались, а конкурсные заявки отправляют по ссылке там на сайте нашем отделе культуры есть ссылка, куда можно отправить. Отдел культуры Кигинского района, там Да, можно да, найти ссылку на подачу заявки. То есть все новости можно и нужно следить за ними там. То есть два критерия я услышала: от 20 до 35 женщины, проживающие в сельской местности, да, и говорящие на башкирском языке. Еще есть какие-то требования? Нет, особых таких. Сколько времени, Лиль, потребовалось, чтобы приготовиться к конкурсу? Ну, лично мне, я подготавливалась к этому конкурсу месяц, наверное. Ага. Это шитье одежды, подготовка к дефиле, концертного номера. Вот, занимает где-то месяц. А кто вам помогал? Кто вас Ну, у меня поддерживал? группа поддержки большая. Самая главная поддержка – это моя семья, мой муж. Они мне очень помогали, родственники также. Также мой директор Фатихова Альфирада Ларисовна, она очень мне хорошо помогала. А директор чего? Где вы трудитесь? Я работаю в Ибраевской сельской библиотеке. И вот Творчески уже настроенный Да, человек. да. Это вам наверняка помогло очень. Да. Ну, как мы видим, результат действительно налицо. Спасибо большое. Еще раз напоминаем нашим телезрителям, что республиканский конкурс «Селяночка-2024» пройдет в этом году 5, 7 и 8 июня. Мне очень хочется просто, чтобы вы были готовы уже 5. Все подробности ищите на сайте отдела культуры Кигинского района, администрации Кигинского района. Все, ждем ваших заявки, а потом ждем Так у нас что тренируйтесь, стреляйте из лука, повторяйте студии «Салям». башкирский язык родной, да. Ну и не забывайте, конечно же, творческое, друзья, начало.